готов. Инструменты с собой беру. Порядок. А секстант взял? Взял, все взял. Встретимся, как договорились. Родители? Они еще спят. А твои? Тогда полный вперед. Оставь записку. Селим, краска осталась. Да? Давай напишем название. Давай. А как назовем? Беркут. Беркут? Не. Тогда стрела. Стрела еще хуже. Ну ладно, потом. Груз в кокпит, балласт в корму. Латы в карман. Задать фалы. Капитан! Норд-Вест! 3 балла! Спустить судно на воду. Отдать швартовы. Задраить шлюз. Есть задрать шлюз. Форма одежды номер 2. Есть. Капитан, разрешите заступить на вахту? Парус взял ветер. Разрешаю. Курс Зюит-Зюит-Вест. Так держать. Вахту принял. Поехали! Ура! Ура! Там, тари-тари, 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 тари-рам, да! Время 7:30. Мечта сбылась. Судно спущено. Расчеты оказались верными. Ба, что это? По пескам тоже можно плыть.
Скорость 40 узлов. Температура за бортом 20 градусов. Цель. Вышли. Испытательное плавание. Корабль идет курсом Сюд-Сюд-Вест. Смотри, сколько зеркал. Маяки пустыни. Это гелиоустановка. Понимаешь, из колодцев качают воду. Эти зеркала превращают солнечную энергию в электрическую. А ты не знал. Куда ты ведешь корабль? Почему сбился с курса? Курс по магнитному компасу Зюй-Зюй-Вест. Впереди нас ждет большой океан. И это твой большой океан. Морские просторы. Газоперерабатывающий комбинат, химкомбинат, буровые. Ты что, издеваешься надо мной? Не унывай, капитан. Потерпи, еще немножко. Выплывем на чистую воду. Мазут. Выплыли на чистый мазут. Отстраняю тебя от штурвала. Тоже мне рулевой. Что ты делаешь, Селим? Конструкция на это не рассчитана. Прекрати! Разобьешь корабль! Пыр, тебе это не мотоцикл! Пусти руль! Мы живы! Ты мне не друг! Вот тебе, вот тебе! Ты что? Ты угробил буер! Перестань! Смотри! Селим, давай назовем наш корабль «Шторм» или «Девятый вал». Какой шторм? Какой девятый вал? Это ж мираж. И верблюды. Ой, что это? Смотри. Морская ракушка. Откуда она тут? Откуда? Мы же плывем по дну бывшего моря. Много миллионов лет назад здесь было тропическое море. Кораллы, губки, плавали рыбы. И даже акулы водились.
Сразу же за тем рифом. Ага. Ложись на правый борт и замедляй ход, займемся подводной охотой. Лево руля! Есть лево руля. Не надо. Не надо, Селинь. Ты с ума сошел? Я мог вывалиться за борт. Но в змею, как видишь, я все-таки попал. Она же на нас не нападала. Не нападала на нас. Она ведь могла напасть на кого-нибудь другого. Нехорошо ты поступаешь. Змея первая не нападает на человека. Не подкрауливает его. А ты из-под тишка. Стармех Мурат, прекратить базар. Дисциплина на судне прежде всего. Особенно, когда корабль бороздит воды пустыни. Прямо руль. Держи курс. Есть держать курс. Облака идут. Как бы погода не ухудшилась. Ты что это? Я бы повернул назад. Ну нет. Зря ты упрямишься. Давай вернемся! Капитан! Мы уже далеко отъехали. Трусишь? Смотри, вон буря начинается. Отлично! Буря – мечта моряка. Ты же не знаешь, что такое буря в пустыне. А я знаю, я читал об этом. Читал. Лучше бы спортом занимался. Вернемся, пока не поздно. Без паники! Какой дрейф!
Селим, скажи хоть слово. Меня несло, засыпало песком. Я попал в зал, а потом опять куда-то проваливался. Что-то черное повалилось на меня. Чьи-то руки меня откопали, а потом тащили. Это ты был? Это не я. Стой. А кто мне руку забинтовал? Смотри, здесь проходил человек. Свежий след. Эй, кто здесь? Отзовитесь! Эй, отзовитесь! Эй! Мурат, опять следы. Следы ведут туда. Вон к тому дереву. Но там никого нет. Капитан! Пошли. Может, он где-то тут? М? Тише. Селим, а ты слышал легенду про Фата-Моргану? Про кого? Ну, Фата-Моргана. Эта злая фея заманивала караваны в пустыне. И люди там от жажды умирали. Ты это к чему говоришь, а? А сирены, феи морские, уводили корабли на острые камни. Феи, сирены, это все сказки. Скорее уж этот, капитан Немо. Он людей спасал. А вдруг это он? Да это все фантастика. А тут живой человек. Кто-то же нас спас. Для чего ты это пишешь? Кому это нужно? Нам! Пошли. Здесь 7 мая потерпели кораблекрушение Мурат Сапаров, Селим Адаев. Какие засохшие деревья. Ни одного зеленого листочка. Это фисташки. Они живые. Просто они поздно распускаются. Но зато какие вкусные орешки. Что-то мне не попадаются. Птички нас опередили. А эта птичка что колдует? Падаль ищет. После хищников. А тут и хищники есть.
Ты куда? Надо на всякий случай чем-нибудь вооружиться. Ай! Ой! Ты чего? Я... Что случилось? Я наступил, чувствую живое что-то. Уколола ногу, как змея. Змея не колет, она кусает. Иди, иди. На. Ко мне, ко мне. Капитан, мы же мечтали с тобой о морях, загадочных островах. Разве это не загадочный остров? Смотри, красота какая. Почему-то говорят, тюльпаны не пахнут. Что ты все цветы нюхаешь? Запахом сыт не будет. Я есть хочу. Луковица тюльпана на вкус как огурчик. Огурчик не хочу. Ну попробуй дикий лук. Какая гадость! Похоже на курицу. Ага. Дай-ка я ее зажарю. Чем бы ее? Не надо, Селим, не надо. Отстань, ты же дома ешь курицу. Да и потом у нас с тобой спичек нет. А ты-то на что? Это же вроде по твоей части. Не можешь огня высечь. Приказываю огонь добыть. Отстань, не мешай мне. Не надо, Селим, не надо. Ты чего камнем кидаешься? Это не я. Честно, не я. А кто же? Оттуда кинули. Эй, вы! Кто там? А ну, сейчас же выходите. Дай-ка. Я заставлю их выйти. Видишь, капюшон распустила. Еще набросится. Меченая какая-то. Теперь-то мы с голоду не умрем, капитан. Попить бы еще.
Открой. Селим, спроси, кто это? Почему я? Ты спроси, я стесняюсь. Ладно. Эй! Послушайте! Что вы от нас прячетесь? Если вы нам не поможете, мы дорогу домой не найдем! Не выберемся отсюда! Корабль наш разбился. Родители нас станут искать, если мы к вечеру домой не вернемся. Нам тогда попадет. Если вы с нами одного возраста, будьте братом, а старше будьте отцом. Или же нашим дедушкой. И спасибо, что спасли нас. Не дали умереть от голода и жажды. Как зовут нас, забыли сказать. Меня Мурат, его Селим Адаев. И еще вам будут благодарны наши родители. Особенно его бабушка Айсалтан Эдже. Раз вы не хотите, чтобы мы вас увидели, не надо. Только укажите нам дорогу. Знаете что? Мы сейчас уйдем. И не будем на вас смотреть. А флягу? Флягу мы оставим около дерева. А в какую сторону идти, вы нам вдогонку крикните. Мы уходим. Вы ушли. Сейчас мы, кажется, узнаем, кто ее хозяин. Селим, осторожней, кобры поодиночке не ходят. Уползла. Мурат, иди сюда. Там вы узнаете, где находитесь. А где там? Что-то не очень понятно. Стрелка указывает на холм. Не будем терять времени. Пошли. Что это? Опять змея? Держись. Ай! Мурат, ты не ушибся? Дай-ка руку. Да не надо, я сам. Сам. Сам ты не дойдешь.
Спортом надо заниматься. Ага, надо. Да, никогда нам отсюда не выбраться. Мы действительно на необитаемом острове. Но не змея же нам записку оставила. Человек здесь есть. А зачем ему понадобилось, чтобы мы поднялись сюда? Может, он тоже потерялся. Давно живет здесь. Ищет друзей. А почему же он прячется? Присматривается. Годимся ли мы ему в Робинзон? Вернее, в Пятницу. Да ладно, хватит фантазировать. Мы не можем определить, в какой стране наш дом. Секстанта нет. Компас разбился. Даже не знаем, сколько сейчас времени. Да время я тебе скажу. 1, 2, 3. Сейчас 15 часов 30 минут. Откуда ты это взял? Книжки читать надо, капитан. Да, до вечера не так уж и много. Нужно искать ночлег. Да ты что, в своем уме? Неужели ты здесь ночевать собрался? Смотри. Это кто? Ослы? Куланы. А те, что с рогами, джейраны. Наверное, с водопоя идут. И пришли пастись сюда после бури. Да, им-то хорошо. Они дома. Что ты все ноешь? Ой, смотри, кто-то скачет. На кулане. Разве на них ездят? Ездят даже на страусах. Эй! Эй! Стойте! Эй! Подождите нас! Стойте! Эй! Подождите! Стойте! Мираж какой-то. Нет, это человек. Да вот она сама прискакала. Привет, папа. Будешь говорить с доктором Аманом. Доктор Аман, здравствуйте. Когда же вы к нам приедете? Я говорю, когда вы к нам приедете? Алло, алло, алло! Я ничего не слышу. Сделай там что-нибудь. Алло! Я говорю, когда вы к нам приедете? Сегодня? Спасибо, это просто замечательно. Да. Можно я вам покажу Шушу? Где-то поранилась она, доктор. Да. Да. Я ей помощь оказала. Да. Спасибо вам, доктор. Ну и аппетит у них. По-моему, ты их уже достаточно помучила. Не пора ли позвать? Приведи их сюда. Ну что ты, папочка, я их не мучаю. Мои уроки идут им только на пользу. Но, Газель, они же не знают законов твоего острова. А там, папочка, один закон. Не делай никому зла, и никто тебя не тронет. Да, как ремонт идет? Через час закончу. Хочешь взглянуть? Я тебе доверяю. Ах, папочка, вот уже 12 лет, как мы с вами знакомы. И ни разу за эти 12 лет вы меня не подводили. Да, но за эти 12 лет сколько раз вы меня подводили? Ну, какие могут быть счеты между дочерью и отцом? И все же, по-моему,
Их не следовало одних там оставлять. Позови их сюда, вместе пообедайте. Неужели ты не понимаешь, что прежде чем их привести сюда, их нужно психологически, именно психологически подготовить? Они ежа испугались. А если увидят питомцев твоего хозяйства... Ну, тебе видней. Но твоя игра меня начинает беспокоить. Не волнуйся, все будет хорошо. Понимаешь, папочка? Они переживают, а я им завидую. Впервые попасть на такой прекрасный, сказочный остров. А им хоть бы что. Я понимаю, они волнуются. Если они к вечеру не будут дома, то их родители, особенно бабушка Селима, она такое устроит. Откуда ты об этом знаешь? Ты с ними уже познакомилась? Получилось так, что они все сами о себе выложили. Ситуация, папочка. Ну, хорошо. Езжай за ребятами и Шушу приведи. Да, самое главное. Знаешь, кто твоя дочь? Знаешь? Не знаешь. Твоя дочь фея Фата Моргана. Они меня так называют. Ну все, исчезаем. Придумал. Что? Ничего, не годится. А может, годится, а? Слышишь, Селим? Скулит кто-то. А? Собака? Собака? Откуда здесь собака? А может, нас ищут, а? Некому нас искать. Наверное, это его собака. Мурат! Тут волчата. Волчата? Какие хорошенькие. А где волчица? А она тебе очень нужна. Пошли отсюда скорее. Что ты делаешь? Сейчас прибежит волчица и съест нас. Брось волчонка и бежим. Слышишь? Ни за что. Это единственная для нас возможность выбраться с острова. Брось, говорю. Нет, не брошу. Неизвестный придет к нам на помощь, и он спасет Ты нас! с ума Он не сошел? позволит съесть человека! Он не позволит... Замолчи! Он спасет Идем нас! отсюда. Нет, Брось. Брось его. нет, не брошу. Брось, тебе говорят. Брось. Не трогай. Я тебе как командир приказываю. Брось волчонка. Спасите! Спасите нас! На помощь! На помощь! Мурат, Эй! брось его. Нет, не брошу. Брось, тебе Не говорят. брошу. Он не позволит волку съесть человека! На помощь! Скорее на помощь! На помощь! Стой, Мурат. Эй, спасите! Брось его. Спаси меня! Спаси меня!
Вот он, твой волчонок. Забирай его с собой, забирай. Ребята ему ничего плохого не сделали. Ну, бери, бери. Ты прости их, не сердись. Они попали на наш остров впервые, и о нашем законе «никого не трогай» и тебя не тронут не знали. Эй, куда же вы? Куда вы уходите? Не оставляйте нас одних. Стойте, не уходите от нас, пожалуйста. Слушайте, ну так же нельзя. Что вы стоите? Идемте. Это вы? Я. А это? Я. А на кулане? Я. Тоже я. Наши старые знакомые, турачи, очень редкая птица, занесены в Красную книгу. Они очень доверчивы. Не хотите ли поохотиться? Ты здесь одна? Не одна, у меня есть Шуша. Кто Шуша? Придем, познакомлю. А куда мы идем? Придешь, увидишь. А как тебя зовут? Газель, а вас Мур и Селим. А откуда? Вы же представились, когда предложили мне стать вашим дедушкой. Можно я понесу твою сумку? Пожалуйста, там еда и для вас. Идите осторожно, смотрите под ноги. Здесь под камнями водятся скорпионы. Вот, а скорпионы нас не ужалят? Наступишь — ужалят. Ух ты. Смотрите, суслик, какой аккуратный зверек. Он что, зубы чистит, суслик? Наверное. Селим, а попробуй подойди к нему. Вы, кажется, должны быть вечером дома. Не на куланах же мы вернемся. Да, вас куланы действительно не повезут. Смотрите, это белоголовый сип. Слишком близко нам подходить нельзя. Спугнем его. Он может покинуть гнездо и больше к нему не вернуться. Пригнитесь пониже, пониже. А вот появился враг. Дуэль не состоялась. Ребята, меня Шуша ждет. Ух ты! Поединок кобры и варана. Кто же кого победит? Неизвестно. Даже если кобра ужалит варана? Яд кобры не всегда действует на варана. Живут по соседству и всегда дерутся. Потому что соседи. Пошли, ребят. Газель, а кто это твоя Шуша?
Да вы уже с ней знакомы. Кобра? Она у тебя что, дрессированная? Змеи дрессировки не поддаются. А факиры? Танцующие змеи. Секрет тут простой. Факир водит дудкой у змеи перед глазами, а та следит за ней и раскачивается. Окажется, что змея танцует, а вот моя Шуша меня слушается. Как она может кого-то слушаться? У змей плохой слух и зрение. Вот мы идем, а змея, допустим, где-то рядом. Думаете, она слышит нас? Ха-ха. Она ощущает колебания почвы. Она, ну, как бы маленький локатор, воспринимает волны всем телом. К моей Шуше все это не относится. Пришли, мой вигвам. Ух ты! Как интересно! Не торопитесь, все равно Шуша вас без меня не впустит. Да? А мы и не пойдем первыми. Что вы, только после вас. Благодарю. Значит так, сейчас я вас покормлю, возьмем Шушу и в путь. Что, уже домой? Вам же вечером надо быть дома, так? Сперва в серпентарий, потом домой. Почему Шуша меня не встречает? Подождите здесь. Я вас позову. Серпентарий. Что это, по-твоему, Селим? Понятия не имею. Я ведь об этом читал, но хоть тебе и не помню. Слышишь? Может, она ее укусила? Бежим. Шуша, Шушечка, что с тобой? Ребята, надо срочно к доктору. Во что мне тебя положить, бедненько? Подай корзинку, пожалуйста. Спасибо, Мурат. Давай я помогу. Я сама положу ее, она знает только мои руки. Кулан почувствовал змею. Он не повезет нас. А где этот серпентарий? Серпентарий. Выучи. Вон там. Дай понесу. Нет. Неужели не успеем? Где серпентарий? Сразу за этими холмами в долине. Дай корзину. Я помчусь напрямик.
Здравствуйте. Здравствуй. Вот, это Шуша. Ей плохо. Что ты так запыхался? Бежала. Ты кто? Тебя как зовут? Селим или Мурат? Селим, посмотрите, что с ней. Не волнуйся, давай взгляну. А где Газель? Сейчас прибегут. Отойди в сторонку от стола, пожалуйста. Спокойно, Шуша. Позови доктора. Вторая дверь налево. Так. Завтра будет здорово. Неси следующую. Доктор! 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 Что? Немедленно закрой дверь вольера. Вы очень нужны. Срочно. Меня послали за вами. Кто? Папа Газель. Иду. Что с ней случилось? Пульс очень слабый. Пневмония в изолятор. Это новые друзья Газель. Вот как? Полей, как тебя зовут? Мурат. Ясно. А вас как зовут? Аман. Змеиный доктор, змеиный. И у змей доктор бывает. Да. Пульс не нравится. Змея покалечена и довольно здорово. Может, об камни во время бури ударилась? Удары были нанесены чем-то острым. Что ж, придется оперировать. Ребята, идите погуляйте. Можно я останусь, папа? Доктор Аман, ну? Нет, нет. Иди к ребятам, дочка. Большое спасибо вам. Если бы не вы, особенно если бы не ты, Селим. Сделали все возможное. Но Газель узнает, будет очень тяжело. Очень. Змея долго все равно бы не прожила. Может, заменим другой? В вольере подыщем похожую. Рискнем? Смотри, какая красавица. Или из этого молодняка? Давай циркачку. А? Нет. Газель не обманешь. Шушу она ни с кем не спутает. Об какие же камни она могла удариться? Это не камни.
Доченька, успокойся, успокойся. Ничего нельзя было сделать. Ну, возьми себя в руки. Ты же уже большая. Газель, что ты? Ну что ты? Разве так можно? Не плачь. Не плачь, милая. Мы сделали все, что могли, но пойми, мы не всесильны. Успокойся. Не переживай так. Вытри слезы. Успокойся. Это мы. Это мы. Мы. Это я сделала. Шушу я убил. Понимаете, мы отправились в путешествие. Целый год готовились. Сами парусник собрали на колесах. Представляете, скорость 40 узлов. И вдруг я увидел змею. Решил, если змея, надо убить. Увы, так многие считают. Где это случилось, не помнишь? В песках, по дороге, но где именно, мы не знаем. Это еще до бури случилось. Вот как. Но Шуша в песках не жила. Это была другая кобра. Значит, выходит, это не мы. Не вы поранили Шушу, не вы. Но мы ранили другую змею. Змеи, как правило, далеко не ползают. Кобра, которую вы ранили, не могла оказаться на Зеленом острове. Она сейчас где-то в песках. У змей, к сожалению, слишком много врагов. Среди зверей и птиц. Но и люди тоже нередко уничтожают змей. А спрашивается, за что? Тогда зачем вы их ловите? Знаете, ребята, змеиный яд приносит пользу. Он входит в состав лекарств для лечения многих тяжелых болезней. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Здесь кристаллики высушенного яда. Достаточно вот этого флакончика, чтобы помочь тысячам больным. Недаром символ медицины змея, обвивающая чашу. А где же Газель? А змеям не больно, когда у них берут яд? Нет, это как донорство. Совершенно безболезненно. А заодно проводим научные исследования. Ну так можно переловить всех змей. Твои опасения напрасны. После того, как отберут яд, змею относят туда же, где ее нашли. А через год ее снова отлавливают. Газель, вот ты где. Да. А пока она у нас, мы тщательно следим за ее здоровьем. Кажется, кто-то вечером должен быть дома. Нам нужно быть дома, но не на чем ехать. А кто из вас видел птицу, у которой крыло 6 метров? 6 метров? Ну да, 6 метров. Ни в одной книжке не читал про такую птицу. Не читал. А увидеть хочешь? Да. Хотим. Идемте. Пошли. Нет, не туда, сюда. Пошли. До города далеко пешком? Пешком только к утру доберетесь. Я бы на машине вас отправил, да она недавно ушла. Да ладно, что-нибудь придумаем. Наш буер! Ух ты, ура! Ура! Наш корабль! Мы спасены, ура! И банка с краской туда! А как наш сыр оказался здесь? Газель нашла его, а мне пришлось немного повозиться. Спасибо вам. Спасибо. Капитан, вам нужен судовой врач? Конечно, нужен. Мне тоже нужно в город. Вместе поедем. Аман, а Газель придет с ребятами проститься? Она уже идет. По-моему, корабль прошел испытательный срок, а? Эх, если бы не буря. Если бы не буря. Мы бы не побывали тогда на Зеленом острове. Серпентарий бы ваш не увидели. Не узнали бы столько интересного о змеях. Сюда. Молодец, молодец. Подождите! Газель. Ну, желаю вам, ребята, благополучно добраться до дому. Здесь еда. Я вас так и не накормила обедом.
Ну не надо, зачем надо, это? Пафик, Нет, не нет, надо. мало ли что может случиться в пути. Ну, езжайте. Капитан, якорь поднят, парус взял ветер. Отдать швартовые! Есть отдать швартовый! Счастливо оставаться. До свидания! Спасибо за все! Счастливого пути! Приезжайте к нам! Газель, Газель, приезжай к нам в город! У них опять что-то поломалось, папа. Не должно.